Салям алейкум, дорогие телезрители. Сегодня, как всегда, по средам вечером в эфире АТР, в прямом эфире АТР, программа «Крымский вопрос». Наш сегодняшний гость – это лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев. Салям алейкум, Мустафа. Собственно, никого другого и нельзя было, наверное, сейчас пригласить. Вы как бы человек, который именно сейчас, от которого крымские татары ждут ответов на многие вопросы, и не только крымские татары, и в том числе и мировое сообщество и так далее. А вопросы очень, с одной стороны, простые, а с другой стороны, сложные. Что произошло в конце той недели, когда вдруг началась новая волна арестов в Крыму? Почему это случилось и как вы это оцениваете? Я бы охарактеризовал одним словом агония. Страх. Потому что государство, которое чувствует себя уверенно, оно так себя не ведет. Особенно вот в связи с попытками запрета Меджлиса. Ну, это свойственно всем вот этим тоталитарным, незаконным режимам. Страх перед инакомыслием. Собственно говоря, мы это предвидели, что так оно и будет. К сожалению, оправдались наши ожидания. А как вы думаете, с чем связано время? Вот вдруг, да, ну как бы давление было, оно продолжалось, да, продолжалось во время блокады и так далее, и вдруг вот в эти дни, как будто показательно, в нескольких разных населенных пунктах, да, разных людей, в общем-то, и даже не самых активных, может быть, людей, да, а там и обычные люди совершенно были среди тех, кого задерживали. И такое шоу, да, с огромным количеством полиции, с привлечением там техники, окружением домов там, и так далее. Что они этим показывали? Знаете, вот то же самое примерно с похищениями и убийствами наших людей. Если так проанализировать, кого украли, кого убили, это же не активисты национального движения. Угу. Ну, какой-то блогер, то, что там писал чего-то там против оккупации. Но таких блогеров сотни, которые там что-то пишут. Люди далекие, в общем-то, от национального движения, но в какой-то мере выражающие свою точку зрения. Основная цель, я думаю, здесь просто держать людей в страхе. Чтобы у каждого человека было чувство того, что он не защищен, что он полностью зависит от вот этой оккупационной власти. Поэтому надо очень-очень себя верноподданнически, то есть вернооккупационно, так сказать, вести. То же самое, что сейчас происходит. Пока они, сейчас первый заместитель председателя Меджлиса под арестом, несколько участников так называемого дела 26 февраля и 3 мая, а там есть много других активистов, которых можно было бы, скажем, по логике, скажем, подавления национального движения арестовывать. Но арестовывают вроде совершенно там немножко аутсайдеров. Опять-таки это вписывается вот в общую стратегию наведения страха на людей. Депортации как таковой по этническому признаку нет, но есть тактика выживания людей, чтобы люди покидали свою родину. Я так объясню. А мне, Мустафа, кажется, что подобная тактика была обкатана российскими властями в деле о беспорядках так называемых на Болотной площади, когда тоже попали, лидеров не тронули в тот момент, да, и по сей день как бы они на свободе, а взяли домохозяйку, студентку, там, рабочего, инженера и так далее. То есть показать людям разных социальных слоев, что, в общем-то, не подходите близко к движению протестному, а в данном случае не подходите близко там, к Меджлису, например, да, или никак не демонстрируйте то, что вы, в принципе, крымские татары. Только если вы верны власти. Тактика, скажем, выживания своей национальной территории, она была обкатана еще при Екатерине II. Сначала там вырезали всех более-менее видных руководителей нации, военачальников, улемов. Там. А потом что они делали? Отнимали землю, надругались над религиозными национальными чувствами людей, и поэтому люди целым населением покидали, переселялись на территорию Османской империи. То, что вы говорите, это КГБистская тактика времен Брежнева-Андропова. Вот, скажем, наиболее такие громкие имена, которые открыто говорили против советской системы,
Петр Григоренко, Сахаров, Солженицын. Что это тоже самое интересное. Вокруг него людей арестовывали, а их до поры до времени не трогали. То есть вокруг них создать вакуум, что в страхе люди к ним не подходили. А потом, когда все очистили вокруг, уже Солженицына выдворили, Петра Григоренко арестовали, Сахарова отправили в ссылку. Примерно такая тактика и сейчас. А с вами тоже такая тактика была, когда вы были под прессом КГБ? Нет, у нас несколько иная тактика была. В то время в отношении нас другая тактика была. Там вообще тотально, кто не так, кто громко там высказывался, особенно кто писал, что-то мог что-то говорить, в первую очередь их арестовали. Но были ли попытки... Но ведь нас же не сравнить, скажем, с такими фигурами в то время, как Сахаров, Петр Григоренко. Это были имена, которые на Западе, во всем мире звучали. Поэтому у них было опасение того, что если арестовать их, будет огромный резонанс. А на периферии арестовывали так очень. И Сахаров каким-то образом пытался спасти, допустим, вас, приезжая на суд, пытаясь как-то привлекать к этому внимание тогда мирового сообщества? Да, он приезжал дважды на мои процессы. Первый раз в 1976 году, это в Омск приезжал, кстати, приезжал дважды. Первый раз приехал, сказали карантин, суд отложили. В расчете на то, что он второй раз не приедет. Но он приехал и второй раз. Ну, и он в суд не пустили, потому что закрытый был суд. А в Ташкент, когда он приезжал, это было в 1978 году, он тоже не пустили в кабинете меня. Но я сам тоже не вышел на суд. Они потом сами что-то там разбирались и зачитали мне приговор в камере. А вы так лично и не увиделись с Сахаровым? Ну, удивительная была личность, но мы вернемся к нашим нынешним событиям. Вот проходят показательные обыски задержания, допросы. Потом наступает следующая неделя, и в понедельник так называемый прокурор Крыма вызывает к себе первого зампреда Меджлиса Наримана Джалялова и зачитывает ему вот это некий иск, да? Обращение трудящихся. По обращению трудящихся. Ну, расскажите, что это такое? Где-то мне это кажется, слышали уже все это. Испробованный советской пропагандистской машиной метод. Это, если помните, вот гонения на всех диссидентов тоже начинались. Трудящиеся возмущались, особенно, вы помните такое, я Солженицына не читала, но я знаю, что это антисоветчик, поэтому надо... А на вас-то писали подобные заявления? В материалах дела я видел доносы такие, что... А так, по большому счету, нет. Ну, я вот на всех моих процессах, слава богу, так было мало таких предателей, которые там давали нехорошие показания, что это меня очень радовало. Хотя на политических процессах от показаний ничего не зависит. Там решения, приговоры выносятся в другом деле, а это просто спектакль показать, что тут какое-то правосудие есть. Примерно то же самое сейчас происходит в оккупированном Крыму. А какой прогноз на этот так называемый суд у вас? Как это пройдет все? Ну, давайте не будем наивными. Как такого суда нет. Никакой прокуратуры там нет. Это подрядные организации ФСБ. Что им оттуда продиктуют, то они и скажут. Но вообще, по так называемому запрету Меджлиса, во-первых, Меджлис запретить нельзя. Это представительный орган, избранный самим народом. Нравится он, не нравится, хороший, плохой, но его избрал народ. Это ваша идея была его никогда не регистрировать, по-моему? Нет, мы не говорили о регистрации, ведь это же представительный орган. Он не может вписываться в ряды каких-то там общественных организаций. Я помню ваши слова, что мы не общество филателистов или что-то такое. Да, там есть общество любителей пива, там это, они в одном ряду. Там в одном только Крыму было около 2000 организаций разного рода. И вписываться в это неправильно. Мы говорили о том, что это представительный орган, и он должен быть должно быть постановление парламента Украины о том, что, как скажем, парламент народа Саами, Финляндии, Швеции, да. Но этого, к сожалению, не произошло. Произошло это уже после оккупации. Прозрели только потом. И то до сих пор еще не принят. Там четко говорится о том, что Курултай и Меджлис представительные органы крымско-татарского народа, но ждет в своей очереди отдельный закон... Конституционный. Не только конституционный, закон о коренных народах, где четко говорится, что они там, ссылаясь, скажем, на 18-ю статью
принятой Генеральной Ассамблеей ООН Декларации прав коренных народов, там четко говорится о том, что коренные народы имеют право участвовать во всех decision-making resolutions, то есть во всех решениях, касающихся этого народа, да, в соответствии со своими институтами, традиционными институтами. Поэтому, говоря о закрытии, скажем, запрещении меджлиса, он не прямо посягает, нарушает резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН. Ну, то есть это наша институция, крымско-татарская институция Так она признана всем самоуправления. миром. Мало ли, что здесь постановление Верховной Рады было или не было. Она признана во всем мире. Мы являемся соучредителями Организации непредставленных в ООН народов. Везде слово «меджлис», кстати говоря, сейчас слово «меджлис» известно во всем мире. Да, уже не говорят даже крымско-татарского народа. Да, Имеется в виду один меджлис, уже понятно какой. Да, и мы же сейчас даже... Слово «меджлис» открывает все двери. На Западе. На Западе, да. И, например, в Конгрессе Соединенных Штатов говорят: спасибо, что вы нас почтили своим визитом. Такое вот. И это благодаря тому, что за этим меджлисом стоит народ, который так стойко себя проявил в таких критических условиях. Но смотрите, какой-то получается... Как вы вообще оцените это? Понятно, что решение принимала не Наталья Поклонская, и даже не Аксенов, и даже не местные там спецслужбы, руководство там ФСБ местного. На ваш взгляд, на каком уровне решение принимается вот о закрытии меджлиса? Ну, сразу скажу, это не от большого ума. Вот есть такая у крымских татар поговорка: «Эджали кеген көпек, джаме варып шиекен». То есть пес, которому надоело жить, идет мочиться к стене мечети. Ведь ясно, что от того, что они там вынесут какое-то решение о запрете... У нас запрещали при советской власти организацию А что запрещать? Вы же сказали, но нечего